там, в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы, чтобы потом не было больно. Застрелись, офицер! Уходи! 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 Надо выходить на диалог с народом, чтобы притушить все это, окончательно. Прывітанне. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Я журналіст Радыё Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. У панядзелак, 17 жніўня, назаўтра пасля самай масавай у гісторыі Беларусі акцыі супраць улады, Лукашенка пачаў дзень з візіту ў Менскі завод колавых цягачоў МЗКТ, каб паразмаўляць з працоўным калектывам пра тое, што з гэтага атрымалася неўзабаве. Нядзельны мітынг у Менску і ў дзясятках населеных пунктаў Беларусі шакаваў уладу і сілавікоў. Праўда, пазней Лукашенка скажа, што ў пікавы момант акцыі ў іх бралі ўдзел усяго 47 000 чалавек. Але міліцэйскія начальнікі былі іншага меркавання. Вось эпізод з іх размовы на другі дзень. У ёй удзельнічаюць намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Ігор Падвойскі і першы намеснік начальніка ўправлення ўнутраных справаў Менаблвыканкаму Віталь Казлоў. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар. По сравнению с тем, что ты пережил вчера, нахуй, блядь. Ну. Блядь, такие, блядь, нахуй еще никто, блядь, из начальников МОБ ГУВД, блядь, толпы, нахуй, не отрабатывал, блядь, нахуй. Аднак сілавікі спадзяюцца, што пратэст ужо выдыхаецца. Ну, качают же, видишь, этих всех госслужащих, блядь, и все СМИ качают. Вот, но немножечко сдуваются. Нядзельная акцыя, як сведчаць злівы, прымусіла сілавікоў задумацца пра сваю тактыку першых дзён, калі пратэсты жорстка падаўляліся. Вообще перспектива какая еще, говорят? Ну что, они... Бабки прекратились, блядь, или нет? Ну, бабки сдулись немножко. Не немножко, а множко сдулись. Вот, вопрос теперь стоит только... Надо выходить на диалог с народом, блядь, чтобы притушить все это, блядь, окончательно. Вот, они что все качать, как качали, так и качают, но понятно, уже не та интенсивность у народа, и после того, как они вчера вышли, собрались, а дальше что? Уходи, или, ну и все, и больше ничего. Ну, так поэтому сейчас это самое, народ немножко так трезвеет уже. Слава Богу. Ну. Лукашенка, які цягам усіх гадоў панавання быў упэўнены, што мае падтрымку простых людзей, адчуў, што зараз гэтая падтрымка патрэбна яму як ніколі. І каб заручыцца ёй, ён пайшоў у працоўныя масы на адзін са сваіх улюбёных заводаў МЗКТ. Але размова з рабочымі не клеілася. Вы рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Пусть не все. Спасибо, пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы, стоящих здесь. Уходи! Собрался... Уходи! 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 Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите
о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Третий вопрос. Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на Окрестина 2500 или 2000, чтобы вы знали. И на Окрестина, непопулярно, но скажу, получили те, кто там же на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете? Спасибо. Вы знаете. Вы прежде всего знаете. За гэтай сустрэчай Лукашэнкі пільна сачылі і сілавікі. Свае ўражанні яны абмяркоўвалі адразу пасля яе ў тэлефоннай размове, якая стала здабыткам грамадскасці, дзякуючы кіберпартызанам. Размову працягваюць Падвойскі і Козлов. Как прошло сегодня нам ЗКТ? Жестко. То есть? По жести. Народ? Да. А батька что? Сошел с трибуны и пошел в народ. И что там? Ну что, начали орать. Все. Да? Ну. Не остался, не убеждал, ничего? Остался, пошел к ним. Пошел 1,5 часа с ними разговаривал. Победил? Да. Да? Да. Начал индивидуально с теми, кто орал, говорит, ну ты же заводила. Андрей, что будем делать? Продадим страну. Ты за кого голосовал? За Тихановскую. Ну, так давай, говорит, ее поставим, президента. Не, говорит, не поставим. Так что делать будем? Да? Ну... Переебался нахуй, блядь. Говорит, Александр Григорьевич, ну народ устал. Ну хорошо, говорит, я не буду спорить, народ устал. Что будем делать сейчас? Кому отдадим страну? И вот так, с десятком вот так разговаривал. И переебал, блядь, все, блядь? Переебал. А сразу уходи. Да. Только все, и не дают ни слова сказать. С трибуны, да? Да. И он пошел в люди и все. А как расходились, блядь? Все нормально, спокойно. А якімі ўсё ж былі рэальныя вынікі сустрэчы? Разлік у чымсьці спраўдзіўся. Гаворыць былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Частку запіса мы бачылі, сама размова была даўжэйшая і у пэўнай ступені там удалося. Ён верыў, што ён сваёй рыторыкай, сваім імпэтам, сваёй перакананасцю ён здолее пераканаць людзей, бо ён таксама не верыў у тое, што можна жадаць нечага іншага. Працоўныя людзі, яны павінны зразумець свайго прэзідэнта, але не зразумелі. Не зразумелі, таму што адбыўся частковы, не до конца, але выхад з матрыцы. Бо тыя, хто галасаваў супраць, яны ведалі, што іх большасць, яны рабілі ўсё па законе. А іх падманулі. Іх падманулі і вельмі жорстка падманулі. Вось гэтае расчараванне, яно таксама пэўны час яно можа выліцца. І яно вылілася тады на Лукашэнку. Гэта быў для яго сур'ёзны ўдар. Ён ніколі з часоў, напэўна, існавання Верхоўнага Савету не сутыкаўся больш за аўдыторыяй, якая яго не тое, што не слухала. Яна яго не слухалася. Яна яму пярэчыла. Пратэсты пачаліся і на розных прадпрыемствах краіны. Пратэставалі рабочыя і дактары. Звальняліся супрацоўнікі дзяржаўных тэлеканалаў. Яны патрабавалі, каб у эфіры паказалі кадры з катаваннямі на Акрэсціна. Тэлевізія Лукашэнкі ўсе гады існавання дыктатуры была важнай апорай сістэмы. І тут гэтая апора захісталася. Гэта адчулі і сілавікі. БТ качают, ОНТ качают, блядь. БТшники пиздец вообще нахуй. Так они что, заебали просто прессовать, прессуют или что? Почему они, блядь?
Все, давайте, дайте мне картинку с Окрестиной, я буду показывать. Я эту хуйню вашу, блядь, режиссеры, блядь, я эту хуйню вашу, блядь, которую мне тут заставляют показывать не буду, блядь. Представляешь? Госсми, блядь. Нихуевая Аль-Джазира, блядь, какая-то нахуй. Еврорадио, блядь. И что такое решение? Пока никого не прессуем. Пока, и они никого пока не прессуют. Никаких давлений. Время все расставит. Время все расставит. Понятно. Но они работают, блядь, или нет? Нихуя они не работают. Осталось там, блядь, плохо, что технари поуходили, понимаешь? Эти пидорасы крашеные, они подкатывались раньше. Сейчас технические работники, блядь. Так а что их что не устраивает? Да что не устраивает продажные скотины, блядь. Да? Попродавались нахуй, Кіраўнікі буйных прадпрыемстваў выходзяць да рабочых і спрабуюць залагодзіць канфліктную сітуацыю. У горадні некалькі дзён тэлебачанне стала народным. Улады былі ў разгубленасці і спынілі гвалт, прыняўшы рашэнне і даўшы сілавікам загад зацягваць сітуацыю. Ты там в верхах общаешься, блядь, с этими всеми. По прогнозам что, блядь, еще будут долго качать, блядь? Или вот чего не ждут, блядь? Все, программы нету. Сейчас мы занимаем позицию затягивания конфликта. Затягивания. То есть даем им все, не трогаем. Значит, понятно, просрали все информационное пространство. Сейчас пытаемся хоть что-то туда вбросить, чтобы, блядь, чтобы ремиссия пошла, блядь. Так все, затягивание конфликта. Выходят, подрубаем организаторов, подрезаем комитет, ГУБОПик подрабатывает. Вот, чтобы ни программы, ничего, они там не нарисовали быстро. Они думали, что этих шагов не понадобится, понимаешь, в чем проблема? Почему у них сейчас нет лидера? Почему у них сейчас нет четкой программы к действиям, они пытаются с колес хуйню эту нарисовать, блядь. Так а мы знаем, кто они, блядь? Да хуй его знает, Виталий. Дык з кім яны ваявалі і каго спрабавалі кантраляваць? Нет, они, конечно, не контролировали. Это 100%. Александр Азаров, Байпол. Каждую акцию протеста они были, можно сказать, немного в панике. Первые дни вообще они были в панике, деморализованы и не знали, что делать. Выполнять приказы, не выполнять и куда бежать. Вот. Собирали, как я говорил, тревожные чемоданы. Но чем дольше продолжались акции протеста, тем им становилось хуже и хуже. Они видели поддержку тех, кто уволился, что они считаются героями среди белорусского народа, а тех, кто остался, каратели. Тады чаму пры ўсім гэтым не перайшлі на бок пратэстуючых? У былога начальніка Валадаркі Олега Алкаева сваё тлумачэнне. Первое, они не видят реального лидера. Лидер в понимании в революционном – это должен быть стабильный субъект и в удачах, и в неудачах, и готов на любое развитие событий. У нас они готовы на развитие событий, но у них они лидеры парламентского толка. Вот сидеть и дискутировать. А другие, каждый задумается, что ему это даст. Потом их же пугали люстрацией постоянно. Эта ж тема там разыгрывается среди сотрудников, да. И буду я работать, не буду я работать. Меня там сфотографировали, ты ходил, разгонял. Мало ли, каких сумасшедшие к власти придут. Да. И человек останется и без работы. Там довольно много льгот в милиции. Там и квартиры, и кредиты льготные, и прочее. Да. И он это может потерять. То есть непредсказуемость поведения дальше. У нас же не было ни одного ясной программы. Вы обратите внимание, ни одной какой-то толковой, чтобы токарь знал, чем он будет заниматься, чтобы врач знал, что он получит от этого. Даже преступник знал, что он получит. Паводле Алкаева, у лідарах пратэсту сілавікі не бачылі сваіх патэнцыйных будучых начальнікаў. Человек в структуре внутренних справ, он любой сориентирован на начальство. Это структура, которая строится сверху вниз. Он годами привык подчиняться. Вот. Я тоже, я умею и командовать, и подчиняться. И вот когда этот сотрудник так встает, а за кого? И вот начинает лидер. А какие у нас лидеры были? Реального, скажем, не лидера, а начальника, да, и работники милиции тоже тонко чувствуют.
от кого что ожидать. И они не согласны ни с одним из действующих лидеров. У них нет платформы. Им так вот надо власть убрать, а там потом разберемся. А ни хрена ты не разберешься, мил человек. Гэты тыдзень мог стаць пераломным у мірным пратэсце беларусаў, але не стаў. У пратэстоўцаў не было выразных лідараў і не было дакладнага пляну дзеянняў. Пратэст не стаў кругласутачным і бестэрміновым. Ці было прычынай тое, што пратэст быў пераважна мірным, гаворыць Светлана Алексеевич, сведка тых падзеяў. Вы знаете, я узнала потом, что такие же цветы дарить, шариками выходить. Это было и в многих других странах, где были революции, а потом были расстрелы. Я знаю, что Коалиционный совет, все были настроены на мирный лад. Никто не собирался брать почту, телеграф, как этот говорит Лукашенко, военный переворот. Никто. И никто не готовил коктейли Молотова. Нет, этого не было. Скорее, мы все были гандистами. Да, вот мы были за мирный путь. И не только потому, что город был полон военной техники. Мы прекрасно понимали, что если мы выйдем с коктейлями Молотами, то это будет еще страшнее, чем в Китае в свое время на площади Тяньаньмэнь. Потому что мы имеем дело с очень жестоким диктатором. Это уже стало абсолютно понятно. Уже никаких иллюзий ни у кого не осталось. А сілавікам дагэтуль не было ясна, хто стаіць за пратэстоўцамі, які ў іх плян, чаго чакаць наступным разам. Как мы движемся, блядь, куда, блядь? Ну, опять на Москве вот сейчас было заседание штаба было у нас. Госсекретарь, да, замы, да, это самый министр, все проводили, определяли тактику, стратегию на выходные. Ну, ждем, что опять соберутся. Вот. Подпитывают их еще у нас? Ну, бля, подпитывают еще, бабки еще немножко есть у них, блядь, но уже заканчиваются. Вот эта молодежь, которая гуляет, ну, продажная, я так понимаю. Ну, конечно, их готовили несколько месяцев. Готовили к тому, что они выйдут и на Украине пофулиганят. И на Украине преподавателей готовили. А сегодня мы знаем уже этих преподавателей? Частично, да. То есть, сука, в институтах, нахуй, блядь, да. И координаторы, и кураторы, да. Нахуй, блядь. Тебе больше скажу, что профессоры, блядь. Так, мотивы им бабки. Деньги. Блядь, жалко, мне запретили получать табельное оружие. Будешь стрелять уже, блядь? Ну. Смех смехам, але ўжо неўзабаве са зброяй у руках на Менскай вуліцы выйдзе і сам Лукашенка. Пра гэта ў наступнай частцы нашага падкасту. У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы кіберпартызаны і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрый Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Зміцер Волошкін. Кансультант Глен Кейтс.